Региональная служба Стройжилтехнадзора предлагает запретить проведение шумных ремонтных работ по воскресеньям. Проект изменений в Республиканский закон о тишине уже подготовлен. Его планируется вынести на октябрьскую сессию в Госсовете. О возможных изменениях Дарья Вологжанина. Больше времени на отдых в Республиканский закон о тишине предлагают внести изменения. Касаться они будут в первую очередь проведения шумных ремонтных работ. Пока по действующему закону нарушать покой соседей нельзя только с 10 вечера до 7 утра в будни и с 10 вечера до 9 утра в выходные и нерабочие праздничные дни. Есть и так называемые «тихие часы» днем с 13:00 до 15:00. В это время запрет распространяется только на ремонтные работы, переустройство или перепланировку. Мы же предлагаем запретить проводить шумные ремонтные работы, осуществлять переустройство и перепланировку в помещениях многоквартирных домов, блокированной застройки, общежитиях и гостиницах по воскресеньям и выходным праздничным дням и ограничить их проведение в субботу с 19 часов вечера и до 9 часов утра. То есть мы предлагаем в субботу оставить возможность, дать людям возможности, чтобы была у людей возможность проводить ремонтные работы, потому что когда-то же их нужно делать. Имеются и послабления. Ограничения не коснутся новых многоквартирных домов. В течение 3 лет с даты ввода дома в эксплуатацию шумные строительные работы проводить все же будет можно. Исключением станут ночной период и тихие часы с 13 до 15. Мы все люди, мы все имеем право на отдых. И жизнь настолько сейчас динамична, что будь то пенсионер, которому требуются там маленькие дети, либо мамочка дома сидит с ребенком, ему нужен тишина и покой, либо же даже работающие граждане, настолько жизнь динамична, нам психологически просто нам нужен отдых, нужно время для восстановления наших сил. Не коснутся ограничения и шумных работ, связанных с капремонтом жилого фонда. Все потому, что проводиться они должны строго в рамках региональной программы. Больше это касается, конечно же, ремонта внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах, ремонта кровли, когда требуется проведение данных работ в очень короткий период времени. Если говорить о внутридомовой инженерной системе, например, теплоснабжения, то, как правило, целесообразно рекомендуется делать эти ремонтные работы только в межотопительный период, потому что если затянутся сроки проведения капитального ремонта, то будет отсутствовать возможность запуска тепла в установленные сроки. Проект изменений в региональный закон о тишине прошел общественную экспертизу и обсуждение в Общественной палате Коми. В октябре планируется вынести его на сессию в Госсовет. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.